Последний раз в этом зале зрители были 8 лет назад. Тогда здесь размещался Русский драматический театр. В помещении было много претензий, особенно у пожарных. Открывать театральный сезон становилось все сложнее, и труппа переехала в новое место. Здесь, на Карла Маркса, остался только народный ансамбль «Алтай». Это их дом с 1992 года. С тех пор, когда Русский театр выехал отсюда, в другое здание переселился, наш коллектив никуда не переселялся, никуда не выезжал, то есть все дни, все годы мы находились здесь и находимся. Понимая, что здесь будет центр русской культуры, Короленко, театр «Алтай» будет как бы основным ведущим звеном этого центра. Снести старое аварийное здание и построить вместо него новый центр удмуртской культуры. Этот план в Ижевске озвучили полгода назад и даже показали проект. Современный комплекс в этом стиле с открытой концертной площадкой. Однако с идеей категорически не согласились общественники. После открытых слушаний власти региона пошли навстречу активистам. Было учтено мнение общественности, которое высказывало их университетов и применение желания сохранить здание бывшего театра Короленко, которое сегодня в первую очередь. И поэтому было принято решение, что будет обязан комплекс. Одним из тех, кто отставил старый театр, оказался краевед Евгений Шумилов. Он уверен, здание уникальное. Одно из немногих, которые были построены в годы Великой Отечественной войны. Терять такую историю нельзя. Прекрасный фасад, классический фасад, который соединяет классическое здание обязательства, без здания, то есть в духе Ижевского. Ижевский фасад, классицизм, наш стиль. Это архитектура, но это еще и исторический памятник, поскольку здесь был один из важнейших таких наших центров русской культуры. Да, удмуртской